Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан наращивает поставки газа в Китай. Воспитанникам Дворца детей-сирот вручат подарки от имени президента Туркменистана. Казахстан заинтересован в реализации зернового терминала на туркмено-афганской границе и другие новости. Туркменистан увеличил поставки природного газа в Китай. В марте этого года экспорт голубого топлива в Поднебесную увеличился до 2,9 миллиардов кубометров. В настоящее время между странами достигнуты договоренности о прокладке 4-й линии газопровода, что позволит увеличить поставки до 65 миллиардов кубометров в год. По итогам прошлого года Туркменистан поставил в Китай 34 миллиарда кубометров природного газа. Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова активно осуществляет подготовку к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня. В этот день воспитанникам Дворца детей-сирот и выпускникам школ от имени президента Туркменистана будут вручены ценные подарки. Казахстан заинтересован в скорейшей реализации проекта по зерновому терминалу на туркмено-афганской границе. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр в ходе 12-го заседания межправительственной туркмено-казахстанской комиссии. В рамках заседания стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и достигли ряда договоренностей в сферах энергетики, транспорта и логистики, а также сельского хозяйства. Отмечалось, что рынок Туркменистана открывает большие перспективы для экспорта казахстанской обработанной продукции. Огромный потенциал для двух стран также имеет транспортно-транзитная сфера. Союн Ураз Дурдыев, ученик 5 класса детской школы искусств города Туркменбаши, занял первое место на международном детском фестивале «Мугама», проходившем в столице Азербайджанской республики. В творческом состязании принимали участие представители 7 стран. Туркменистан представляли 3 юных дутариста, преемники традиций национального исполнительского искусства. В Бухаресте открылись Дни культуры Туркменистана. В программе творческой акции международная конференция, концерт, выставка изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства. Вечер поэзии, показ киноленты «Истерен», посвященный жизни и творчеству Махтумкули. Румынские друзья также смогут оценить блюда самобытной туркменской кухни. Альпинистский клуб «Агама» совместно с детским фондом Союза молодежи Туркменистана в честь Международного дня защиты детей организует скальный фестиваль, на который приглашает всех желающих попробовать свои силы в альпинизме. Фестиваль пройдет в Ашхабадском культурно-развлекательном центре «Элем» 4 июня с 10 до 14:00 по местному времени. К участию приглашаются дети в возрасте от 5 до 13 лет. В программе фестиваля занятия по основам скалолазания для начинающих, а для более продвинутых возможность продемонстрировать свои навыки. Государственный банк развития Китая усиливает финансовую поддержку странам Центральной Азии, выделив специальный кредит в размере 10 миллиардов юаней. Средства предназначены для поддержки совместных с Китаем проектов в Центральной Азии в области экономики и торговли, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и ресурсов, а также инфраструктуры. Центральная Азия является одним из первых регионов, где банк начал осуществлять международные операции. В районе высочайшей вершины мира горы Эверест на высоте около 4000 метров над уровнем моря найдены останки 2 доисторических глубоководных хищников, получивших название гималая-завр. Судя по останкам, хищники были в длину около 10 метров, имели удлиненную пасть и острые зубы. Питались они главным образом рыбой и беспозвоночными. Примерно 215-212 миллионов лет назад в результате движений тектонических плит их останки были подняты со дна океана и стали частью горной системы Гималаев. Капидаг переиграл Небичи в матче 8-го тура чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. Встреча в Ашхабаде во вторник закончилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Автором гола стал Байрамгельды Гулмаев, который отличился на 76-й минуте встречи. Капидаг набрал 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Балканабадский клуб остается на 4-й строчке. В следующем туре Небичи на своем поле примет Мерфа. Капидаг в гостях сыграет против Ашхабада. Оба матча пройдут 30 мая. Молодежная сборная Туркменистана по футболу окажется в первой корзине при жеребьевке отборочного раунда Кубка Азии 2024 года. Помимо Туркменистана в первую корзину попали сборные Японии, Австралии, Ирака и ОАЭ. По итогам жеребьевки 44 команды будут разделены на 11 групп. Победители групп, а также 4 лучшие сборные среди занявших второе место получат путевки в финальную часть Кубка Азии, которая пройдет в 2024 году в Катаре.
Сборная Катара на правах хозяина напрямую квалифицировалась в финальный этап турнира. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.